Здравствуйте, девчонки! Мастерская программы «Зеркальце» снова полна идей. Меня зовут Альфия, а вместе со мной сегодня творит Адель. Всем привет! Сегодня мы сделаем коврик в виде барашка из оставшейся пряжи. Барашки всегда кудрявые. Будем накручивать пряжу на бигуди? Нет, Адель. Вот увидите, кудрявого ягненка можно сделать из обычной незавитой пряжи. Очень интересно, тогда давай приступим. Нам понадобится пряжа Термоклей и плотная ткань. Вот такая основа у нас получилась. Нужно спрятать припуски с помощью термоклея. Припуски мы спрятали. Сделаем озорные помпончики. Тебе, а это мне. Если верить восточным мифам, мир создавался так. Сначала зажглось солнце, а под ним прекрасным ковром расстелилась земля. С тех пор для восточных народов ковер – это символ земного рая. Без него был немыслим ни один дом, а богатство семьи измерялось именно количеством ковров. Про ковры в древние времена было создано много легенд. Например, о том, как однажды разбойники напали на караван, в котором ехал персидский принц. Они захватили его в плен, но принц решил откупиться прекрасными персидскими коврами. Разбойники пошли на обман, и принца не выпустили, и ковры выгодно продали. Только они не знали, что по узорам на полотне можно читать зашифрованные послания, благодаря которым и был спасен принц. Вот такой хэппи-энд по-персидски. А вот еще два варианта, как можно сделать помпон. Сначала нарисуем на плотном картоне вот такой бублик. Теперь нарисуем второй бублик. Между ними проложим небольшой кусочек пряжи. Постепенно обматываем картонную баранку нитками. Сделаем несколько слоев, чтобы помпон получился пушистым. Если вам нужно сделать маленький помпончик, тогда лучше сделать его другим способом. Возьмем обычную столовую вилку, проводим нить,
Не натягивая, обматываем. Перевязываем, делаем узелок. Вуаля! Озорной помпон готов. Помпончиков нужно сделать 45-30 штук. Оденем нашего барашка. Наш пушистый барашек В виде коврика готов. До новых встреч! Пока-пока.